Около 900 проверок на предмет применения кассовых аппаратов проведено в Башкортостане с начала этого года. Налоговики при первом нарушении выносят предупреждение. Максимальный штраф может составить до 100% от суммы покупки. Обсудим детально прямо сейчас в программе интервью. Сегодня с нами Марат Гильванов, начальник отдела оперативного контроля Управления Федеральной налоговой службы по Башкортостану. Марат Магданович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам на интервью. Вот 900 проверок состоялось. О чем говорит статистика? Что увидели вот реально? Ну, на самом деле налоговые органы работают рискоориентированно, то есть точечно. Во всех 900 проверках у нас выявили нарушения. Мы приходили, уже зная, что там есть нарушения. Количество проверок сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть нарушений в данной сфере законодательства является неприменение контрольно-кассовой техники. Помимо поступлений в бюджет с продаж, да, вот для чего вообще нужны кассовые аппараты, да, но в то же время идет и защита потребителей. Вот расскажите, пожалуйста, давайте напомним телезрителям, для чего нужны кассовые аппараты и кассовые чеки. Ну, простым гражданам контрольные кассовые чеки, чеки контрольной кассовой техники нужны для того, чтобы подтвердить сам факт сделки. То есть, если товар некачественный, то его сдать проще при наличии чека. Кроме того, чек, реквизиты его должны храниться в течение, четко быть читаемы в течение 6 месяцев со дня печатания. И чеки нужны для получения, как документы, для получения разных налоговых вычетов. Перечень юрлиц, кто должен применять кассовую технику? Все индивидуальные предприниматели и юридические лица должны применять контрольную кассовую технику. Это и крупные рестораны, и мелкие кафе, и крупные супермаркеты, и маленькие магазины, и транспорт, и заправки. У нас в Башкирии свыше 40 тысяч владельцев контрольной кассовой техники, которые зарегистрировали в настоящий момент свыше 84 тысяч единиц контрольной кассовой техники. О чем говорят вот эти цифры? У нас идет рост, либо стабильность, либо сокращение? Цифры растут. У нас есть рост еженедельно, примерно 70 у нас владельцев прибавляется в абсолютном приросте в Республике Башкортостан, которые регистрируют порядка 130 единиц контрольной кассовой техники. Это еженедельно. Конечно, рост идет. Достоверность чека, Марат Магданович, как ее проверить? Для проверки чека, правильно ли этот чек прошел через технику, виден ли он налоговым органам, есть специальное мобильное приложение, которое бесплатно можно скачать. И наведя экран смартфона на QR-код, отсканировав его, можно добиться ответа от мобильного приложения, прошло ли это через оператор фискальных данных или нет. Таким образом, через мобильное приложение. Ну, естественно, на чеке должен быть обязательно QR-код. Это обязательный реквизит. Что за мобильное приложение? Поподробнее расскажите, пожалуйста. Мобильное приложение распространяется для iOS и Android бесплатно. Оно позволяет... А как называется? Как найти? Оно так и называется. Проверка чека. Его разработала ФНС России. И оно разработано в целях гражданского контроля. С его помощью можно как отсканировать QR-код и отправить в случае некорректности чека сообщение в налоговые органы с жалобой. Но можно также сохранить эти чеки и хранить в этом приложении, не боясь того, что потеряешь бумажный чек. Если произошло так, что чек не подтвердился, что происходит дальше? Если чек не подтвердился, то есть специальная кнопочка, нажав которую мы отправляем сообщение в налоговые органы о том, что чек некорректен. И, естественно, налоговые органы будут проверять именно этот факт, именно в этом месяце, о том, что проверка не прошла. Есть, конечно, особенности, которые говорят, что приложение может быть примерно через день зафиксироваться. Но это ряд особенностей именно связан с особенностями той или иной сферы деятельности. Санкции к нарушителям? За то, что чек, скажем, неверно оформлен, а это может быть, например, нет должности и фамилии человека, работника, который осуществил расчет, согласно Кодексу о административных правонарушениях, статья 14.5, штраф для индивидуальных предпринимателей предусматривается до 3000 рублей, для юридических лиц до 10 тысяч рублей. Но наибольшее количество нарушений, я еще раз повторюсь, у нас 90% нарушений, это просто неприменение контрольной кассовой техники, а там штрафные санкции составляют для индивидуальных предпринимателей уже не менее 10 тысяч, для юридических лиц не менее 30 тысяч. Но, естественно, сумма штрафа может доходить и до 100% суммы произведенной покупки, скажем. Марат Магданович, во время пандемии выросли продажи в интернете.
онлайн-продажи, да, вот там тоже должны быть чеки, как в реальности происходят вот эти продажи и как здесь может покупатель проверить все. Значит, именно при продаже в интернет, при торговле в сети интернет, у нас чек невозможно сформировать в бумажном виде, и сейчас чек направляется на адрес электронной почты в электронном виде, он также при распечатывании приравнивается к бумажному чеку. И, естественно, конечно, те, кто приобретает товары в сети интернет, надо смотреть, а вообще он индивидуальный предприниматель или нет. А как это проверить? Ну, во-первых, надо смотреть страничку, потому что физические лица не обязаны применять контрольно-кассовую технику, и люди, приобретающие товары где-то с рук, и не у индивидуальных предпринимателей, не юридических лиц, могут остаться без ничего, они просто у простого физического лица приобрели, и получается, что они не могут отставить свои защиты в целях потребителя, иметь защиту. Вот, допустим, ситуация. Есть магазин по продаже обуви. Человек может прийти либо в салон купить эту обувь, либо он может заказать доставку на дом. Как здесь поступить? Ну, при приобретении товаров в магазине, понятно, что там бумажный чек выдадут. А при дистанционном случае, то здесь контрольно-кассовая техника может, конечно, дистанционно применяться. В этом случае покупатель получает чек в электронном виде на свой адрес электронной почты, либо курьер может с помощью экрана мобильного своего устройства предоставить для считывания покупателю QR-код. И покупатель с помощью того же мобильного приложения может считать этот QR-код и сохранить чек в электронном виде. Марат Магданович, у нас республика в числе лидеров по количеству самозанятых. Мы, как пилотный регион, показали очень хорошие результаты. Вот здесь какие инструкции для самозанятых могут быть и должны ли они применять кассовый аппарат? Ну, действующим законодательством граждане, которые применяют специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход, они применять контрольно-кассовую технику не обязаны. Но таких у нас в Башкирии свыше 40 тысяч тоже. Но они применяют мобильное приложение, «Мой налог» называется, с помощью которого они обязаны сформировать все-таки свой чек и обеспечить передачу его заказчику. То есть они должны? Должны, но это будет не фискальный чек, это будет чек другого приложения. Угу. По общественному транспорту мы знаем, что вот и в феврале, и в марте глава Башкортостана Ради Хабиров обращал внимание на то, что нужно проверять, насколько используются кассовые аппараты водителями в общественном транспорте. Да, проводились рейды вместе с Гостранснадзором, и вот ваши коллеги с Управления Федеральной налоговой службы России по Башкортостану также участвовали в нем. Вот как продолжается ли работа здесь, да, и какие результаты вы видите? Проверки правильности применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с пассажирами в общественном транспорте проводятся налоговыми органами республики ежедневно во взаимодействии как с органами МВД и другими ведомствами, с экипажами ГИБДД, МВД, РБ на ежедневной основе. И 72 крупных перевозчика, которые у нас существуют, на самом деле их больше, но просто они мелкие, конечно, они будут все охвачены проверками. Вообще, насколько дисциплинированы вот перевозчики у нас в республике на предмет предоставления кассового чека вот с кассовыми аппаратами? Есть те, которые и нарушают законодательство, и есть те, которые соблюдают законодательство. Ну, штрафы давайте напомним. Штрафы для индивидуальных предпринимателей у нас получится, что это будет не менее 10 тысяч за невыдачу, за неприменение контрольной кассовой техники, ну, соответственно, будет и невыдача. И для юридических лиц не менее 30 тысяч рублей за неприменение контрольной кассовой техники. И последний вопрос по мораториям на проверки. Какая ситуация здесь? Мораторий на проверки применения, правильности применения контрольной кассовой техники был в 2020 году. С начала 2021 года этот мораторий снят. И налоговые органы с начала 2021 года провели свыше 900 проверок правильности применения контрольной кассовой техники. Ну и еще уточню, Марат Магданович, в этом году ожидаются еще какие-то изменения вот относительно кассовых аппаратов? Да, или в ближайшие годы? С 1 июля 2021 года у нас льгота прекращается в отношении индивидуальных предпринимателей, которые могли не применять контрольную кассовую технику, но эта льгота была в отношении предпринимателей, которые не имеют наемных работников и которые оказывают услуги. Ну и еще была категория, которые также индивидуальные предприниматели без наемных работников, реализующих товары собственного производства. Так вот, с 1 июля они должны будут приобрести контрольную кассовую технику и использовать ее. Иначе? Ну, иначе отношение так же, как к другим нарушителям.
Спасибо вам большое за такие подробные инструкции для наших телезрителей. Я напомню, что гостем программы «Интервью» сегодня был начальник отдела оперативного контроля Управления Федеральной налоговой службы России по Башкортостану Марат Гильванов. И мы говорили о применении кассовой техники как в очных продажах, так и в офлайн продажах. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, смотрите БСТ.